Здравствуйте! Тема сегодняшней встречи – воспитание детей дошкольного возраста, то есть от 3 до 7 лет. И поговорим мы об этом с нашим гостем, психологом, кандидатом психологических наук, профессором Ириной Мацкевич. Здравствуйте, Ирина! Добрый день! Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Ну и для начала хотелось бы узнать немного о вас. Расскажите, пожалуйста. Я психолог, детский и семейно ориентированный психолог. Работаю 27 лет в практике консультирования семей и детей. И это же самое преподаю студентам в университете. Ну вот говоря о детях дошкольного возраста, понятно, что им интересна в этом возрасте только игра. И поэтому уже не раз переговорено, что детей надо воспитывать через игру. Вот почему, зачем и как вообще это делать? Конечно, в игре, потому что игра – это основной вид деятельности ребенка. Не учеба в дошкольном возрасте, не телефон и его просмотр, а именно игровая деятельность. Малыш сначала начинает манипулировать предметами, катать машинки, трогать разные предметы, то есть понимать функцию, зачем этот предмет нужен. Затем малыш начинает проигрывать сюжеты, которые слышит в сказках, в историях, в том, что происходит вокруг него в семье. Потом он начинает играть роли пап, мам, врачей, хирургов, операторов, журналистов. И потом уже осваивает игры с правилами, и тогда может идти в школу, то есть подчиниться тому, что хочет учитель, что хотят другие дети, и это и есть развитие ребенка. Поэтому только соблюдая стадии развития игры, можно научить ребенка чему-либо. А как родители могут подключиться вот к этому всему процессу? К игре? Конечно, родители чаще всего забывают о том, что они умеют играть, но каждый ребенок умеет играть. Очень важно, чтобы ребенок попробовал побыть в разных ролях, чтобы у него было много сюжетов, он получал много информации из окружающего мира. И когда он подрастает, чтобы появлялись правила, которые он научится соблюдать, и он будет с радостью эти правила соблюдать, если будет их узнавать. К сожалению, мы не всегда знаем, что хотят и что нужно детям дошкольного возраста. Вот как нам это понять? Здесь есть и то, что нужно ребенку, и то, что он хочет. То, что он хочет, это самое главное наблюдение. Как ребенок это делает, куда он стремится, что ему интересно, как он этим занимается. А то, что ему нужно, мы должны понимать, что телефон ему не очень нужен, а игра ему очень нужна. Возможно, какие-то взрослые фильмы ему не очень нужны, а родители ему очень важны. И исходя из того, какие нужды есть в этом возрасте, и учитывая интерес ребенка, можно договориться и сделать нужное и желаемое вместе. Надо сказать, что вот 3-7 лет, от 0 до 7, основное – это воспитание в семье. Потому что в 7 лет родители становятся менее нужны, становится важна учительница, важны одноклассники, потом уже сверстники, потом уже близкий человек. А вот до 7 – это возраст, когда ребенок связан с семьей. И все, что можно дать, это до 7. Понимание, стиль общения с другими людьми, он, конечно, закладывается в семье. Что для этого надо? Надо показывать самое главное – пример свой. Как мы разговариваем, нас копирует ребенок. Что мы делаем, нас повторяет ребенок. Какие правила мы соблюдаем или нарушаем, это тоже будет повторять ребенок. И очень здорово насытить ребенка, то есть показать как можно больше зоопарк, улица, магазин. Чем больше контактов, чем больше мира познает ребенок в этом возрасте, вместе с родителем за руку держась в безопасности, тем лучше будет для его развития. У детей этого возраста очень сильные эмоции. Вот как родители могут помочь понять их и выразить эти эмоции должным образом? Конечно, эмоциональность ребенка очень большая, и легко переходит ребенок из состояния слез в состояние улыбки. Стабильных детей практически не существует. Есть очень такой важный показатель в эмоциях – это контроль. Конечно, малыш не может контролировать свои эмоции, но может учиться управлять своими эмоциями. Для этого очень важно понимать, что чувствует ребенок. Это может дать родитель во взаимодействии, или бабушка, дедушка, брат, сестра, в том, чтобы обозначить то чувство, которое испытывает ребенок. Ты сейчас злишься, тебе сейчас грустно, ты печалишься, ты радуешься. Видишь, как все хорошо происходит, как ты улыбаешься. Обозначая словами, ребенок поймет, что не обязательно кричать, не обязательно истерить. Можно выразить это словами, и его поймут.
Родители услышат, что ему печально, ему нужна какая-то помощь. Родители поймут, что он злится, и ему не обязательно будет швырять лопатку в родителя, чтобы это выразить. Вот управление эмоциями, но сила эмоций остается прежней. Но мы все знаем, что нередко у детей все-таки случаются истерики. Что может вызвать эту истерику? И как себя вести до, во время и после? Истерики – это часть детского мира. Ребенок не соглашается с несправедливостью, которую этот мир предоставляет. А мир, конечно, с точки зрения ребенка несправедлив. Конфеты не дают, когда они хотят, телефоны кратко дают попользоваться, родители не хотят исполнять то, что они хотят. Поэтому, конечно, вот несправедливость вызывает истерику. Но если ребенок знает, к вопросу о «до», что свое недовольство он может показать, и родители отреагируют, то, скорее всего, истерики не будут формироваться. А во время истерики, конечно, нам нужна реакция быстрая. Мы же оказываемся обычно в общественном месте, или в лифте, или в окружении других людей, которые будут грозить пальцем и говорить, что мама плохо воспитывает ребенка. И мы стесняемся этого. Поэтому, конечно, быстрая реакция – это, во-первых, сесть на уровень ребенка. Сверху очень плохо командовать ребенком, и он воспринимает это как нападение. Посмотреть ему в глаза, взять его за руку, подышать с ним, подстроиться к нему и перевести на что-то другое. Смотри, что там делается в окне. Смотри, как интересно расположены колеса в автомобиле. Смотри, что у меня есть в сумке. И там волшебный камень всегда должен валяться у каждой мамы. И это отвлекает ребенка. То есть он теряет свою эмоцию истеричную и переходит в интерес. Важно вызвать эту эмоцию интереса. Но не страха. Потому что очень часто в истерике родители говорят: я тебе сейчас, и дальше следуют нехорошие вещи. Страх – это плохая эмоция, которая соединяет родителей и ребенка. Желательно, чтобы было понимание, а не этот страх. Ну и после надо обсудить истеричное поведение. Не называем это истерикой, но говорим: вот было не очень хорошо. Давай в следующий раз договоримся, что ты будешь говорить: плохо мне сейчас. Или будешь говорить: давай, я хочу поплакать. А я тебе буду говорить: давай через 10 минут. Разрешать поплакать нужно, но самое главное, чтобы было время, когда ребенок может успокоиться. То есть когда ему не сопротивляются, а с ним соглашаются. Но на уровне, на одном это обязательно. И к 3-летним детям это тоже относится, да? Есть же контакт, и не обязательно это много слов должно быть. Иногда достаточно ребенка взять за руку. Для него может быть мизинчик с каналом доступа. Есть такое хорошее упражнение в психотерапии, когда ребенок зажимает колечко из пальчиков и из большого и указательного, а родитель пытается разорвать. Вот все эмоциональные усилия уходят у ребенка на то, чтобы это колечко удержать. Слез уже нет. Это самый быстрый способ остановить истерику. 3-летний малыш очень хорошо понимает контакт глаз, понимание, поглаживание, прикосновение. Это очень важно от родителя. Он и потому плачет, что ему одиноко в этот момент. Есть дети, которые очень сильно волнуются, стесняются выступать перед другими, то есть перед аудиторией. Вот как им помочь преодолеть это волнение, стеснение? Это экстраверсия, интроверсия. Это достаточно рано определяется. Но если ребенок не хочет, то лучше его не стараться в это вводить. А вот если ребенок хочет, или у него нет опыта, и он не знает, что это такое, то этот опыт надо прежде всего сделать в семье. Ребенок должен залезть на табуретку, как в стародавние времена, рассказать стишок, спеть песню, станцевать танец. И семья – это лучшие зрители, которые это оценят, скажут, какой он восхитительный. Он получит заряд сил. Его оценили хорошо, он чувствует себя на подъеме, он получает удовольствие от этого выступления. И тогда дальше, когда он будет выходить, это не будет связано с негативными эмоциями. Бывают случаи, когда мама, например, залезшему на табуретку ребенку скажет: что-то у тебя прическа не очень хорошая, девочки, и все, и она больше не хочет лезть на табуретку и выступать перед всеми. Или дедушка осудит, что как-то без выражения стишок был рассказан. И ребенок тоже это запомнит. Этот первый опыт очень важен. Но его всегда можно изменить и сказать, что выступление удалось. Ну, раз мы говорим о детях дошкольного возраста, то как подготовить детей к школе? То есть какова в этом процессе роль родителей?
Как мы с вами говорили, игра – это основной вид деятельности. Нужно насытить игрой ребенка. Именно в игре он будет учиться читать, считать, писать. И самые лучшие практики образовательные – это когда, играя, ребенок осваивает вот эту базу, да, необходимую. И семья очень может в этом помочь. Во-первых, читать больше, лучше, чтобы ребенок видел, что родители это делают, и им это интересно. Потому что если родители не читают, то зачем учиться читать? Если родители не считают, а пользуются калькулятором, то зачем считать? И если родители не заучивают стихи, зачем их учить? И если это будет делаться вместе, то ребенку это будет интересно, и он будет понимать, что он часть семьи, он делает то же, что и другие. Поэтому готовить к школе – это развивать мир ребенка, и в игре дать ему знания о буквах, о чтении. И самое главное, не простые цифры, как они вот написаны, а зачем эти цифры нужны, зачем читать, зачем считать, зачем писать. И показать, что это будет очень важно, когда он станет врачом, хирургом, журналистом или телеоператором. Ну, например, какой-нибудь пример приведите, пожалуйста, например, как учить в игровой форме, ну, допустим, считать. Ребенок поднимается по лестнице. Например, он не любит подниматься. Но мы говорим, вот 3 ступеньки ты поднимаешься, а потом я беру тебя за руку. А последние 2 ты поднимаешься, я тебя беру на руки, например. И тогда ребенку выгодно посчитать, может быть, даже неправильно, для того, чтобы пройти лестницу. Или, допустим, сосчитать любимые какие-то предметы, которые он любит есть. Или сосчитать игрушки, которые останутся у него. Или сосчитать книжки, которые почитают вместе с родителем. И тогда этот счет станет интересным. Ирина, я думаю, что вот сегодняшняя вся информация, советы ваши будут очень полезны всем родителям. Я хочу вас поблагодарить, спасибо большое. И на этом прощаемся. Спасибо вам, Рахмет. До свидания. До свидания.